Кутмандуу күнүңүздөр менен. Саламатсыздарбы? В сегодняшнем выпуске «Кыргыз тилин жеңил үйрөнөбүз» мы продолжим знакомство с грамматическими конструкциями кыргызского языка и также выучим слова и выражения на тему страны и национальности. In today's program, we'll be learning some Kyrgyz language grammar constructions, as well as studying some new words on the topic of countries and nationalities. Итак, сегодня в передаче «Бүгүнкү телегөрсөтүүдө» сөз кутучасы. Изучаем новые слова. Let's study some new words. Грамматика үйү. Основные правила кыргызской грамматики. Basic rules of Kyrgyz grammar. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, К, Л, М, Н, Н, О, Ö, П, Р, С, Т, У, Ü, F, Х, Ц, Ч, Ш, Ş, ажыратуу белгиси, ы, жумшартуу белгиси, ю, я. В, валюта, виза, вагон. Студия келгениңиздерге чоң рахмат. Спасибо за то, что вы пришли в нашу студию. И сегодня по этим прекрасным национальным костюмам нетрудно догадаться, что речь сегодня пойдет о странах и народах, откуда наши участники происходят родом. Thank you for coming to our studio today to see these beautiful national costumes. It's not hard to figure out that today we'll be talking about our participants' origins, their countries and nationalities. Здравствуйте, меня зовут Богдан. Я из Кыргызстана, я русский. こんにちは。私はあきこです。私は日本から来ました。私は日本人です。Hello, I'm Chris. I'm from the United States. I'm American. Bonjour, je m'appelle Julie. Je viens de France, je suis française. Hello, I'm Esther. I'm from Nigeria. I'm Nigerian. А теперь послушаем, как эти фразы могут звучать на кыргызском языке. Let's listen to how these phrases could sound in Kyrgyz. Men India'dan geldim, men India'lıkmın. Индиялык, индианка, Indian, индиялык. Мен кыргызстандыкмын, мен чехмин. Чех, чех, Czech, чех. Мен кыргызстандыкмын, мен кореймин. Корей, кореянка, Korean, Корей. Men Kırgızstandыкмын, men Карачаymын. Карачай, карачаевец, Karachay, карачай. Мен Кыргызстандыкмын, мен Украинмин. Украин, украинка, Ukrainian, Украин. Мен кыргызстандыкмын, мен ингушмын. Ингуш, ингушка, Ingush. ингуш. Давайте рассмотрим эти фразы. Let's see these phrases. Например, фраза «Я приехала из Индии» по-кыргызски будет «Мен Индиядан келдим». For example, the phrase, I come from India would be Мен Индиядан келдим. Мен, я. I. Название страны с суффиксом исходного падежа «дан», что означает «из». The name of the country with the ablative case suffix dan
which shows the meaning from. Geldim – приехал. Came. Вопрос «Откуда вы приехали?» встречался нам на прошлом занятии. Siz qaysi jaqdan keldingiz? We had the question, where did you come from, in the previous lesson. Ryan, siz qaysi jaqdan keldingiz? Men Amerikadan keldim. Siz qaysi jaqdan keldiniz? Men Fransa'dan geldim. Siz qaysi jakdan keldiniz? Men Niger'den geldim. Siz kaysi jaktan geldiniz? Men Amerikan'dan geldim. Siz kaysi jaktan geldiniz? Men Japonya'dan geldim. Siz kaysi jaktan geldiniz? Мен кыргызстандыкмын. А теперь назовем национальности. Сиздин улутуңуз ким? Кто вы по национальности? What nationality are you? Сиздин – ваш, Your улут – национальность, nationality. гим – кто? Who? Богдан, sizin utunuz kim? Русский по-кыргызски «орус». Чтобы сказать «я являюсь», надо добавить аффикс «мын». Азамат – молодец. Этот аффикс мы проходили на прошлых уроках. Он присоединяется к существительному, чтобы передать значение «я являюсь». We studied the suffix mun in previous lessons. It follows nouns to mean I am. Слово «орус» заканчивается на гласную «у». Согласно гармонии гласных, я выбираю пару «о-у». И его правое крыло «у». Получается «мен орусмун». «Мен орусмун». Can I try? The word American in Kyrgyz is amerikaluk. To say I am American, I have to add the suffix mun. In the word amerikaluk, the last vowel is y. According to vowel harmony, I choose the pair a, y, and its right wing y. So I've got mun, amerikaluk mun. Mun, amerikaluk mun. It's not so difficult. Well done! Men amerikaluk mun. Sizdin ulutunuz kim? Men Fransız umun. Men Fransızmın. Sizdin ulutunuz kim? Men Nigeryalıkmın. Sizin ulukunuz kim? Men Japon o-мын. Мен японмын. А как сказать по-кыргызски, например, «вы японец» или «он американец» или «они студенты»? Yes. How to say in Kyrgyz, you are, he is. Let's see the table of predicate suffixes again. Давайте еще раз глянем на таблицу аффиксов сказуемости. Аффиксы сказуемости. Predicate suffixes. Как мы уже говорили на прошлых уроках, существительные в кыргызском языке могут выступать в предложении в роли сказуемого, И склоняться. то есть изменяться по числам, единственное и множественное число, и по лицам. As we said in previous lessons, Kyrgyz language nouns can be used as predicates and can be declined, changed according to their number, singular and plural forms, and person. Первое лицо – это говорящий, в единственном числе «я», «мен», во множественном числе «мы», «biz». The first person is speaker. In singular form, I is men. In plural, we is biz. Второе лицо – это слушающий, собеседник, в единственном числе «ты», «сень», «вы», «сись», во множественном числе «вы», «силер» или вежливо «сиздерь». The second person is the listener. In singular form, you is sen, or politely, siz. In plural, you is siler, or for very polite, sizder.
эти аффиксы безударные, то есть при их произнесении ударение падает не на эти окончания, а на предшествующий слог. These suffixes are unstressed. It means in pronunciation, we should put the stress on the previous syllable, not on them. Как вы уже знаете, фраза «я являюсь учителем» или кратко «я учитель» в кыргызском языке образуется с помощью присоединения к существительному аффикса «мын» с его фонетическими вариантами «мен», «мугалим-мин». As you know, the phrase, I am a teacher, is formed by adding to the noun a predicate suffix m with its phonetic versions. Мен мугалим мин. После личного местоимения «ты» к существительному присоединяется аффикс «сын». Например, «ты учитель», «сен мугалим син». После «вы» вежливого обращения к одному человеку следует аффикс «сыз». «Вы учитель», «сиз мугалим сиз». After the personal pronoun you, we add the noun suffix sing. You are a teacher, sen mukalim sin. After you, polite, in singular form, we add siz. You are a teacher, siz mukalim siz. К существительному во множественном числе можно присоединить также аффикс множественного числа. Однако это не обязательно, поскольку окончание «быс», «сыңар», «сыздар» уже сами передают оттенок множественного числа. We can add to the nouns plural suffixes, but this is not necessary because endings biz, singar, sizdar already express the plural sense. После «мы» присоединяется «быс». «Мы учителя» «біз мұғалім біз» или «біз мұғалімдер біз». After we follows the suffix biz. We are teachers, biz mukalim biz, or biz mukalimder biz. После «вы» во множественном числе у аффиксов употребляются оба гласных звука – левое и правое крыло фонетической пары. Вы учителя силер мугалим сингер или силер мугалимдер сингер. After you, the plural form suffixes use both vowels of the phonetic pair, its right and left wings. So you are teachers, siler mukalim singer, or siler mukalimder singer. Когда мы обращаемся к нескольким людям в более вежливой форме «вы», присоединяем к существительному аффикс «сиздар». Вы учителя «сиздер мугалим сиздер» или «сиздер мугалимдер сиздер». When we address several people in the more polite form of you, we add the noun predicate suffix sizder. You are teachers, sizder mukalim sizder, or sizder mukalimder sizder. В третьем лице единственного множественного числа, то есть после он, она, оно и они, аффиксы сказуемости отсутствуют. Но после алар обязательно стоит аффикс множественного числа лар, который мы пристально изучим на последующих занятиях. It's necessary to add the plural suffix, which we will study carefully in further lessons. Ал мугалим, алар мугалимдер. Эти аффиксы очень часто встречаются в кыргызском языке и употребляются даже при спряжении глаголов в качестве личных аффиксов. Например, я работаю мен иштеймин, ты работаешь сен иштейсин. These suffixes are often used in Kyrgyz language and can be used in conjunction with verbs. For example, men ishteymin, sen ishteysin. Так что нам очень важно их запомнить, и для этого приведем несколько примеров. So it's very important to learn them. So let's have some examples. Можно я попробую? Акын. Akın? What is it? Это поэт. Oh, poet. Акын. Последняя гласная «ы». Идем к фонетической паре. А-ы. Выбираем правое крыло. «ы» и употребляем его со всеми окончаниями. Я поэт. Мен акынмын. Ты поэт. Сен акынсын. Вы поэт. Сиз акынсыз. Он поэт или она поэтесса. Ал акын. Мы поэты. Биз акынбыз. Вы поэты. Здесь надо употребить два гласных звука. Левое крыло «ы» и его правое крыло «а». Сынар. Силер акын сынар. Вежливо. Сиздер акын сыздар.
Алар акындар. Замечательно. Эң сонун. Okay, now I'll try. I am a scientist. Scientist is okumuştu. Last vowel is u. Go to the phonetic pair o, u. Its right wing u, mun. Alright? I am a scientist. Men okumuştu mun. You are a scientist. Sen okumuştu sun. Polite. Siz okumuştu suz. He or she is a scientist. No suffix. Al okumuştu. We are scientists. Biz okumuştu buz. You are scientist. Here we must use two vowels. Right wing u and left wing of u is a, sunar. Siler okumuştu sunar. More polite. Sizdir okumuştu suzdar. Alar okumuştu. No predicate suffix, just plural suffix lar. Azamat, well done. Men student min. Men student min. Sen student sin. Siz student siz. Al student. Biz student biz. Siler student sinler. Sizler student sizler. Arar studenter. Ok, j'essaie. Surötçü. Mün surötçü, mün. Sen surötçü, sün. Söz surötçü, söz. Er surötçü. Biz surötçü, biz. Siler surötçü, sünür. Sizler surötçü, süzdür. Arar surötçüler. Well done, Azamat. Men azamat men. Sen azamat sen. Sizler azamat sizler. Biz azamat biz. Today we've studied a very interesting topic. Is it widely used in Kyrgyz? Of course it is. We're going to meet it several times at further lessons. Эта тема широко употребляется в кыргызском языке, и мы в будущем еще неоднократно с ней встретимся. На сегодня это все. До новых встреч. See you soon. Goodbye. Хайрадан көрүшкөнчө.